Почему они так ставят? Так, вот нормально же? Если отсюда буду выступать, проектор нужен, да. В смысле, получается презентация, получается, ко мне будет идти, не туда. Это тоже, да, ко мне, и Wi-Fi мне нужен сейчас. Беда, что ли? Мой адрес отправляйте мне. Давай. А куда я тебя отправлю? Нет, интернета нету. Так, сейчас мой адрес. Так, телефон нужен, да, и... Я тут занят, как всегда. Не вовремя обращайтесь. Это нет, нет. Это нет. Да. 1009 ищите. Вот это. Вот справа надо. Вот. Видите, нормально? И теперь это телефон еще. Так, как телефон посмотреть? Мак-адрес. Мак-адрес телефона. Да. Хорошо. Да и вот мы основном ничего не за этим помогли. Действительно, у нас не будет связь вытаскивать это много. Потому что anda başka international yapılmış programlar. Başka international, Türk international Сама программа достаточно сложная и во-первых. Самый главный класс. Допустим, если сейчас у вас есть ну, а как это заложится? Программа не создает, пока такой программы не знаю, которая как написано, как запросы написано, непонятно написано. Более у него слава. Но как же подвешено только новости. А это все, значит, перепечатывать в Word, это же развилка. Огромный. Сейчас. Еще огромный комплекс, американскую форму собрать. А там на чёрте еще написано. Они тем более сложно. И там попробуем. Пока вот у нас Word у нас пока не перед 17 годом, уже в принципе не можно. Почему? Я информатик. Женился? Да, буду как жену не кормишь. Че? Жену не кормишь? Ну, жалуюсь. Это как говорят, ежики плакали, но продолжали есть кактус. Нормально. И мать наш хулиган.
Вы готовы, да? Нет, поэтому чего же он напишу? Разбор. И teraz от магазина сниму здесь. Очень я нужна. Я не вижу, откуда я пишу. Не вижу, откуда. Просто сами себе. Число неправильно, а просто ставить. Специально глаза в семье детей освободилась. Она еще не довольная. Да. Мы все расписались. Сейчас, если не включился. Потому что через семью, потому что виноват. Ноутбук подключен, да, сейчас я попробую включить. А, не вписал? Так, что сейчас мне отправить тебе на адрес? Ладно, сейчас. Ну вот так вот. Если нет. Уже расставили письмо, пишите. Будет просмотр. Вчера провели. Интересно было, Лайки, ладно, сейчас новые люди, кстати. Юкса говорит, за нормальный порты. Но это благодарность пахло оставлено. Переменили. Он тогда это не пойдет. Завтра что-то применить. Да. Я когда сохранил, что любил королев. В начале декабря поздравлять будем, потому что мы живем на поздравление. Solamente. Вы должны сидеть. Чуть-чуть. То есть, ну, вы развиваете направление. Вот, экономическое лице. Общеобразовательное. Вот у нас тоже общеобразовательное. Нет, она чем отличается лица от гимназии? Только что а в лице технический, то есть это те продукты, которые нужны для поступления в технический вуз. Тут конкретно. Так, куда мне? А вы вообще вот Говори, да? то есть какой смысл гимназии?
Есть. То, что вы предъявили, вот это, посмотрите, Да не так. Выступить. 15 минут же. я, в принципе, не согласен. Просто надо лечить как заниматься. И сам мотивировать. То есть, образовательная организация. Да. То есть, грубо говоря, человек понять. Шумно, сегодня кто-то Рубули, Луганский башкирский институт, это вот название, Это камера такая дурацкая. Нужно отдельно камеру. образовательная организация. Настроить, попробовать камеру. Там есть настройки. Ну сейчас, конечно, сейчас начнешь менять. Да. Да, абсолютно. Но что? Ну, Там связь с этим институтом совсем есть, да? Там не только они, там внизу на втором этаже на они, то есть что-то 15 шариков. Что, начинать? Не видно, да? Ты слышишь, да, сейчас? Нет, видно же. У меня просто выступление такое. Там тебя не видно. Зачем это выступать? Вообще же не камильфо. А? Онлайн-трансляция. Нет, еще не выступил. Жду сигнал. Вполне возможно, что да. Вещай. Да, привет. Какая же тоже. Дим с тобой не разговаривал? Чего? Да. Ну не мы поняли, как бы втянуть. Я, Завирыч. Я не знаю, еще кто-то может быть. Короче, они хотят робототехнику, перспективы, как вообще выстроить все. Ну, микрофон как? Что, двинешься? Раз. Раз. Начинаю? Добрый день, мальчики, девочки, коллеги, ребята и все, кто пришли на Башком. Меня зовут Исаев Руслан Рамилевич, я преподаватель Республиканского экономического лицея-интерната. Сегодня я расскажу про разработку мобильных приложений, очень такая актуальная тема. Я с этого года являюсь преподавателем IT-школы Samsung, и мы учим ребят разрабатывать мобильные приложения совершенно бесплатно. Помимо этого я занимаюсь еще не только нативными платформами, я разрабатываю еще мобильные приложения с ребятами помладше. Вообще, какова ситуация и что вообще можно сделать? То есть, можете ли вы сейчас прямо взять и разработать свое мобильное приложение? Такой вопрос. Обычно это подразумевается, что это делается только профессионалами. Но это на самом деле не так. Сейчас я вам расскажу, как этот порог можно преодолеть. Вообще существует
То есть я использую 3 технологии. Это App Inventor, это для детей от 10 и старше. То есть, в принципе, вот верхнего порога там нету. Есть PhoneGap, это среднего такой робот, да. Для тех, кто знает веб-технологии, да, это HTML, CSS, JavaScript. Это средний возраст 14, да, лет. И самое последнее, это уже для тех, кто хочет заниматься разработкой серьезно, это уже игры и так далее. Это Android Studio 16+. Сейчас я хочу продемонстрировать, как вообще разрабатывать, потому что по регламенту времени не так уж много. И я вам покажу. Вот App Inventor, да? Перед нами простое приложение, Алифба. Я его так назвал, так как тематика у нас все-таки башкирская, да? Поэтому приложение будет связано с башкирским языком, башкирской культурой. Вот. Приложение Алифба, что здесь происходит? То есть, вообще я расскажу, что такое MIT App Inventor. MIT, наверное, знаете, что такое? Это Массачусетский институт технологий. Самый крутой университет в мире, если вы хотите связать свою жизнь с технологиями. Они разрабатывают такие вот прикольные штуки. Это так называемая блочная система разработки мобильных приложений. То есть вы, не зная программирования, не разбираясь в высоких технологиях, можете разработать свое приложение. Я вам продемонстрирую, как это делаю. Сейчас я покажу, наверное, что у меня в итоге получилось. То есть я вчера его сделал. Вот как мне продемонстрировать. Наверное, вот здесь я на экран покажу, да? Видно? Так, это не вам видно, да? Сейчас я вам покажу. Так, ну вот оно здесь. Так, наверное, плохо отсвечивает. Нормально, да, видно? Алифба написано. Что я дальше делаю? Если я кликну сюда, так, теперь как я этого добился? Вообще, вот у нас здесь, я могу посмотреть, какие у меня проекты. У меня есть 2 проекта, Hello и Alibaba. Я могу начать новый проект, назовем его Alibaba 2, да, чтобы продублировать то же самое, и зайдем в этот проект. У нас здесь пустой экран, да, и видно, что это для мобильного телефона. Я помещаю туда кнопочку, вот так вот просто перетаскиваю. Делаю его на полный экран, надо выбрать здесь высоту Height, Fill Parent, окей, и ширина тоже Fill Parent, окей. К сожалению, все здесь на английском, но я думаю, вы, ребят, смышленые, разберетесь. Вот, дальше что мы делаем? Нам нужна картинка, которая бы отображалась. Для этого мы загрузим здесь, вот здесь у нас есть вкладка медиа, да, и мы загрузим файл. Выберем файл, для этого я подготовил здесь на рабочем столе. Вот так вот он. Еще раз. Так, App Inventor, и у меня здесь есть картинки, да, вот заготовки Алифба. И сейчас я поставлю его на фон. Здесь у меня вот есть image, свойства справа, я его выбираю Алифба. Окей, нажимаем, и у меня получается картинка. Да, здесь текст надо убрать. То есть здесь текст по умолчанию, я его просто стираю. И вот такое у меня получилось уже простое приложение. Это кнопочка, и на ней картинка. Далее что я делаю? Мне нужно, чтобы при нажатии на эту кнопочку у меня менялась буковка. Да? Что я делаю? Для этого загружаю еще одну картинку. Допустим, у меня буква «Э». Да? Но я не по алфавиту сделал, вот так вот. Чтобы сделать, чтобы кнопочка появилась, что сделать нужно? Я добавляю еще картинку сюда, присваиваю ей буковку «Е» и делаю невидимой. То есть она сейчас у меня невидимая. Для чего я это делаю? Сейчас я покажу. Я захожу в блок. Вообще язык здесь блочный. То есть здесь не надо писать код, здесь нужно просто перетаскивать блоки. Я захожу в button, выбираю when button click, то есть когда мы нажали на кнопочку, что должно проявиться? Должна смениться картинка, да? То есть я делаю следующее. Опять button. Выбираю button. Так, нет. Удалить. Так, set button image. Здесь image не вижу. Вот image. И призываем его
Image Picture. Все. В принципе, у нас готово. Осталось добавить звук, чтобы проигрывался звук. Как этого достичь? Давайте добавим сюда звук. То есть нам еще одно медиа надо добавить. Выберем файл. И здесь у нас буква вот эта да, должна быть. Окей. Мы добавили mp3 файл. Он у нас здесь появился. Теперь нам нужно перетащить, где у нас здесь звук был, вот здесь в вкладке медиа. В вкладке медиа есть sound, это невидимый компонент, и мы присваиваем ему звук вот этот, AE-mp3. Все, теперь у нас должен воспроизводиться звук. Как будет звук воспроизводиться? Мы здесь выбираем sound, и здесь call sound 1 play. То есть будет воспроизводиться звук. Давайте проверим, работает ли это. Что нам нужно сделать? Чтобы сразу проверить мгновенно, не нужно долго мучиться, как это обычно происходит в Android Studio. То есть я по опыту разработки знаю, что чтобы получить проект на телефон, от запуска до того, что простой проект появился, здесь нужно минут 10-20. То есть это очень долгий процесс на самом деле. Вот этот App Inventor упрощает этот процесс до невозможности. И в принципе, если вы не хотите связывать свою жизнь с программированием, но у вас и появилась какая-то идея, и вы хотите ее реализовать, App Inventor вам замечательно поможет. Давайте попробуем сделать следующее. То есть вы должны находиться в одной Wi-Fi сети с вашим устройством, да, которое вы хотите подключиться. Это самый простой способ. Существуют другие способы. И вам нужно считать вот этот QR-код. Я сейчас его считаю. То есть нужно специальное приложение скачать. Называется Meet AI Companion, я вам покажу потом. И вот мы считываем этот QR-код. Я сейчас его считываю при помощи этого приложения. Так, я его считал. Вот, и окошко пропало, значит я его считал. Давайте я попробую продемонстрировать. То есть появилась та же самая левба, да? И попробую запустить, нажать. То есть все. То есть это не то же самое приложение, если вы могли подумать, да, потому что если я нажимаю, он постоянно воспроизводит одну и ту же букву. К сожалению, я сейчас не смогу, наверное, показать, что все 4 буквы, но принцип вы поняли. То есть я вам сейчас указываю направление, в котором вы можете развиваться и можете, в принципе, делать такие простые приложения. Второй способ, то есть, надеюсь, здесь вопросов нет, если вопросы будут, в конце зададите. Вторая среда, это называется PhoneGap. Сайт официальный phonegap.com. В чем прелесть этой среды? В том, что вы можете разрабатывать приложение на любую платформу. То есть, начиная от Android, iOS, Windows 8, BlackBerry, все что угодно. То есть, здесь ограничений нет никаких. И вы разрабатываете ваше приложение получается, при помощи создания сайта. Вы делаете сайт, и этот сайт является приложением, что упрощает разработку. То есть вам нужно сдать, по сути, HTML, CSS и JavaScript. Даже простого HTML хватит, но у вас будет просто статичное приложение, которое будет выводить просто текст. Для примера я хочу продемонстрировать то, что я сегодня сделал. Это Bashcon Clicker. То есть есть такой класс приложений, когда вам просто нужно кликать на объект какой-то, и вы получаете какой-то счетчик увеличивается. То есть я сейчас нажал на Bashcon 7 раз. Ну, я так могу много кликать, и это замечательная убивалка времени. Вот, она так вот работает. Вот, как это сделать? То есть вообще это можно портировать сейчас на мобильный телефон. Но это займет сейчас времени, я пока запущу. Как вообще на этом сайте регистрироваться? Вот вы находитесь на PhoneGap, вы можете посмотреть здесь видео, и вам нужно перейти здесь ниже. Здесь есть такая кнопочка Try It Now. Try It Now вас переведет на поддомен build.com, и вам нужно будет там, по идее, зарегистрироваться. Давайте я покажу, как это происходит. То есть, если вы находитесь на этом сайте, вам нужно будет войти то есть зарегистрировать себе аккаунт Adobe, вот здесь вот справа, да? То есть регистрация, в принципе, недолго, и вы можете онлайн создавать ваши приложения.
как это делается? Сейчас я покажу. То есть я вот заранее сделал этот проект. Вот он у меня находится здесь. То есть здесь, видите, веб-проект, получается, вот это индекс-файл и папочки с картинками и со скриптами. По идее, можно вообще ограничиться некоторыми папочками. То есть, в принципе, вот эти два файла минимум необходимы. Я запаковал это все в zip-архив, и сейчас я изменю код. Кстати, здесь мы делали приложение для хакатона, на котором я участвовал в прошлой неделе. Мы делали онлайн-образовательную игру. Так, я выбираю себе здесь этот архив zip и загружаю его. Так. Пока идет загрузка, Так, она уже пошла. То есть здесь сейчас будет происходить построение проекта, все происходит в облаке. То есть это удобно, потому что, честно говоря, если вы захотите сделать мобильное приложение у себя, будете разрабатывать у себя на компьютере, это тот еще ужас и кошмар. То есть этим заниматься нужно только тогда, когда вы уже во всем разобрались. И если у вас очень много времени и терпения. Поэтому, если у вас мало времени и терпения, я вам предлагаю вот такие облачные сервисы, которые очень простые. Но в конце я вам покажу, как сделать простое приложение в Android Studio. Элементарный Hello World. Так, пока происходит разработка, я покажу, что вам нужно зайти на GitHub, то есть как вот этот проект находится. То есть элементарное приложение, вы пишете form gap GitHub, и вам предлагается здесь можно выбрать, скачать приложение по умолчанию download zip. То есть вы его нажимаете сюда, и вам скачивается шаблон, из которого вы можете сделать ваше приложение. Давайте посмотрим, что там находится в этом шаблоне. В этом шаблоне находится папочка 3W, и здесь у нас находятся вот эти файлы, да, то есть главный файл, индекс, иконка, которая будет отображаться, и настройка для того, как будет выглядеть ваше приложение. Пока этот файл мы не будем трогать, но если вы хотите, вы можете разобраться. И папочка с картинками и со стилями. Тут же есть папочка со скриптами. Вот. Ну, в принципе, я уже то же самое сделал. Давайте я скопирую сейчас, что ли. Или лучше другое приложение сделаю. То есть это надо вызову 2. И с нуля скопирую. То есть, если открою сейчас вот этот индекс файл, будет приложение по умолчанию. То есть, вот это приложение появится у вас, если вы его загрузите туда, в интернет. Нам этого не нужно, нам нужно свое приложение. И поэтому мы что сделаем? Мы вот этот файл индекс будем менять сейчас. У меня есть... Так. У меня это мой редактор Sublime Text, не удивляйтесь. Вот наш файл. Кто-то знаком с HTML, в принципе, здесь все понятно, ясно, да, ничего новенького здесь не увидели. Нам, в частности, нужно избавиться от этого блока. Если мы от него избавимся, мы избавимся от стилей, которые по умолчанию были включены. В принципе, мы можем разрабатывать свое приложение. Мы можем написать h1, допустим, и hello bashcom. Сохраняем это. Я использую быстрые клавиши, поэтому не удивляйтесь. И обновляем страничку. У нас появился hello bashcom. То есть, в принципе, это приложение уже можно загрузить. Но нам нужно его доработать так, чтобы оно выглядело более-менее. Создадим тег div, выровняем его по центру. Вот, и добавим картинку. Images, RSL. У меня в папке... Так, у меня пока нет там в папке, да? То есть мне нужно вот эту папочку скопировать нашу эмблему, башконовскую, да, вот эту. То есть я отсюда беру, копирую и вставляю в папку image. Все, она там у нас есть, и теперь я могу здесь добавить ее. Я пишу image, bashcom,
.jpg. Давайте посмотрим, что получилось. Получилось уже достаточно неплохо. Нам нужно еще добавить счетчик, да? Давайте я его сюда поставлю. H2. И здесь будет 0, да, у нас по умолчанию. 0. Теперь нам небольшой скрипт нужно написать. Скрипт я буду писать при помощи то есть языка JavaScript, но еще буду использовать библиотеку jQuery. Ее тоже можно скачать, она в открытом доступе. Я ее копирую в папочку JavaScript. И что я делаю дальше? Добавляю здесь скрипт. Показываю, где он находится, src. И здесь пишу JS. Так, мне нужно скопировать название, потому что я его по памяти не помню, я его копирую просто. И вставляю сюда. Все, теперь библиотека подключена, и я могу ее использовать. Как я ее буду использовать? На картинке мне нужно создать событие onClick, и да будет выполняться какая-то функция. Назову ее кликер. Будет выдаться функция, и здесь я ее опишу. Скрипт. И здесь я пишу функцию function clicker. Аргументов у меня не будет. И в теле я пишу следующее. Так как я использую jQuery, поэтому у него есть такой оператор хороший, который обращается к элементу. Я хочу изменить вот этот элемент 0, да? Мне нужно обратиться к элементу h2 и изменить его свойства HTML. Так, не то. Так, ну еще глобальную переменную сейчас добавлю. И здесь у нас, получается, будет count, а здесь будет count увеличиваться. Count плюс. Давайте посмотрим, что получилось. Я надеюсь, что это сработает. Обновляю страничку, обновляю страничку. Так, все, простой кликер мы сделали. Правда, без эффекта анимации, какой до этого у меня был. Сейчас я попробую загрузить это приложение. То есть я это приложение не буду загружать, я просто покажу, как оно будет выглядеть с телефона. Для этого можно нажать кнопочку F12, и здесь вот такую вот это нажать. То есть в Chrome есть такая вещь замечательная, можно посмотреть, как ваш сайт будет выглядеть с телефона. И вы можете обновить, и увидите, что у вас вот так вот будет выглядеть на вашем мобильнике это приложение. Сейчас я попробую его загрузить, точнее я его загрузил, посмотрим. Так, вот APK файл готов. Я теперь его скачиваю. Так, мне нужно будет его загрузить. Это очень хорошо. Как мне его загрузить? Дата кабель есть? Есть какой-нибудь дата кабель, да? Спасибо. Всем большое. То есть здесь уже процесс немножко посложнее. То есть надо подключить телефон к устройству и сказать ему, что то есть скачать это APK файл. Это, наверное, все ребята знают. Да, через эмулятор, конечно, было бы замечательно, но, к сожалению, эмулятор я не установил сегодня на сегодняшнюю презентацию, но в следующий раз справлюсь обязательно. Так, здесь мы назовем его башком. И загрузим на телефон. Вообще, посмотрите, если какие приложения делают, то приложение делается очень интересно. То есть здесь снизу есть приложения, которые были разработаны, в том числе и игры. То есть вот эта игра, допустим, браузер Quest, она портирована на мобильные устройства. И это замечательно работает. То есть приложения, которые как-то взаимодействуют, то есть контролируют ваше здоровье, да? Есть какие-то то есть с камерой это взаимодействовать может запросто. Так, давайте я скопирую. Башком. И запущу.
Я продемонстрирую. Процесс это, как всегда, не такой уж быстрый, как хотелось бы. Но, я думаю, в будущем будет технология. Даже если вы запускаете на эмуляторе, сам эмулятор, получается, запускает операционную систему Linux. То есть ваш Android это на самом деле Linux. Это целая операционная система. И вы понимаете, что чтобы она запустилась, требуется время. Так, мы заходим. Так, у вас пока ничего не показывается, но как будто бы я ковыряюсь в телефоне. На самом деле я сейчас устанавливаю приложение, которое я только недавно делал в HTML формате. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Я вам буду демонстрировать, что происходит. То есть сейчас у меня устанавливается вот Hello World. Так, я говорю открыть. И у меня должен появиться наш башком. Так. Башком кликер появился? Да, видно. Давайте попробуем покликать. Так, циферки бегут? Циферки бегут, да? То есть это мобильное приложение. Что? То есть все, в принципе, работает замечательно. Вот таким образом я за сколько минут? За 5 минут сделал мобильное приложение простое. Что вы сделаете, это уже зависит от вас. Так, ну и напоследок здесь мои данные с лаборатории Альтаир. Вы можете сфотографировать и связываться, если вы хотите разрабатывать мобильное приложение. Если какие-то у вас вопросы появятся, вы можете позвонить, написать в любое время. И если какие-то идеи у вас появляются, вы можете связаться со мной. У нас лаборатория Альтаир, мы являемся STEM-центром при Intel. Мы разрабатываем не только мобильное приложение, мы занимаемся робототехникой, разработкой игр, сайтов, все что угодно. То есть мы открыты для всех идей. Времени у меня есть на мобильное приложение еще показать Android Studio? Я не знаю, ну сейчас пока Android Studio запустится, пройдет минут 5, наверное. Вопросы? Давайте лучше вопросы. То есть по Android Studio отдельно. Так, вы хотите этот? Давайте вопросы. Проект наш? Ссылки все я выложу. Это, наверное, будет где-то доступно в открытой сети. Да? Всем участникам конференции, я думаю, все ссылки выложим. И, может быть, то есть, вот эти данные. Вопросы? Да, да, конечно. Нет. Так, будет ли Android распознавать? Хороший вопрос, да? Ну, я вот, в общем, в интернете копал, и вот эти буквы башкирские, в принципе, они, если в блокноте воспринимаются, то они будут восприниматься в любом языке программирования. То есть, куда угодно можно будет их вставить. Разумеется, они здесь, то есть, в верхнем регистре, но я думаю, можно найти эти буквы где угодно. То есть, какого-то определенного шрифта я, конечно, порекомендовать не могу. Название приложения на башкирском. Но опять же, давайте попробую сейчас сохранить на башкирском приложении. Допустим, сейчас, башкур, да, если написать. Давайте сделаем простой эксперимент. То есть попытаемся сейчас создать файл, точнее папочку, да, с расширением башкур, да. Если это получится, значит и получится создать файл, да. Баш. То есть, видите, я создал папку с именем башкур. То есть, башкирская К, то есть она выглядит как башкирская К. Может быть, это на самом деле не башкирская, но выглядит как башкирская. Она воспринимается. То же самое. Понятно, но, скорее всего, Google Play в самом не пропустит, да, с башкирским буквами. Если официальный магазин приложения вы хотите поставить. Так, ну, если такая прямо задача стоит, непременно. Вообще, чтобы был вообще интернационально, потому что
башкиры живут не только в России. Допустим, если я живу где-нибудь в Америке, да, или в Лондоне, и у меня нет русской клавиатуры, но мне хочется это приложение попользоваться. Я же не буду для этого башкирскую клавиатуру устанавливать. Все это достаточно проблематично. Поэтому было бы неплохо, если приложения назывались вообще на английском. То есть стандарт есть такой, да. Александр, не уходите, а тут... Спасибо. Ну, честно говоря, я изучу этот вопрос, да, и отвечу. Есть такой вопрос. Да. Есть приложение, да, тоже для создания игр, там вот на различных платформах тоже. Android Marvelous Construct 2. Вот. Ну, мне получается, посмотрел, мне кажется, оно лучше, чем вот эти, ну, по функционалу и по простоте использования. Mobile Construct 2 называется, да? Нет, просто Construct 2. И для чего она нужна? Для создания игр, приложений на любой платформе. HTML5, там, разные Android, там, разные iOS, там, Ну, вопрос тут в нативности может возникнуть, единственное. Насколько она нативна? Вот, допустим, PhoneGap он нативен. То есть, что значит нативность? Это означает C++. Написано C++. Если вот этот Mobile Construct написан на C++, и он нативен, то вообще проблем никаких не вижу. То есть, если он в скорости не уступает, почему бы его не пользоваться? Это всего лишь как альтернатива. Я, разумеется, изучу этот вопрос, да? Как называется еще раз? Construct 2. Ты что-нибудь уже делал в нем? Ну что, А, уже есть, да, приложение? Было бы интересно посмотреть. Спасибо. Так, если у вас вопросов больше нету, так, еще есть вопрос. Так, есть микрофон. он как вообще приложение, когда надо распаковывать, сколько оно весит? Так, ну она весит порядком немного, вот то, что я сделал, она весила, вот Hello World со всеми текстовыми картинками, она весила 1,5 мегабайта. То есть она не весит лишнего. Не 40 мегабайт. Все очень хорошо. Да. Так, ну это отдельный вопрос, это, наверное, Тимур Салаватович. Это продвижение, да, это называется SEO, оптимизация, ну и так далее. То есть реклама, там, обмен ссылками. То есть там очень, это отдельная технология, раскрутка своего приложения. И это, наверное, тема отдельного доклада. Ну, да. Получается, для того, чтобы мне создать приложение, никаких денег не нужно. Абсолютно никаких денег не нужно, но если вы хотите стать разработчиком для Google Play Market, вам понадобится символическая сумма, $25 стоит, чтобы стать разработчиком, чтобы выложить свое приложение на Google Play. Единоразовый, да, взнос, то есть на всю жизнь, и вы можете выкладывать сколько угодно приложений. То есть основной смысл какой? Вот я должен создать такое приложение, и которое я должен, наверное, продавать, правильно? Вот с этой позиции. Но если с этой позиции, то в принципе, да, если вы сделаете хорошее приложение, которое будут заинтересованы покупатели, почему бы и нет? То есть вы можете его выложить в Play Market, да, и таким образом эта система будет вам приносить какие-то деньги или за счет рекламы. Еще там вопрос. Да. А push-уведомления сложно внедрять в вашу систему? Какую именно? Ну, допустим, можно всей базе людей, которые установили свое приложение, отправить сообщение. И в телефоне выскакивает сообщение. Так, ну это зависит от того, вот если App Inventor, там, скорее всего, нельзя, а вот в PhoneGap, скорее всего, можно, то есть там можно сделать, и тем более уже в Android Studio, то есть запросто. Еще раз. В чем ограниченность PhoneGap по сравнению Android Studio? Ну, здесь, скорее всего, дело в скорости, потому что эта страничка, да, она интерпретируема, и если вы хотите какие-то симуляции, мощные игры делать, достаточно быстрые, да, вам понадобится уже что-то ближе к C++ или Java, да, разработка. А так, в принципе, если вы какое-то простое приложение делаете, интернет-магазин, какой-то новостной сайт, да, или, допустим, какую-то небольшую игру,
то почему бы нет? Он также может связываться с всякими, то есть с камерой, можно с контактами, то есть контакты брать, можно даже виброзвонком управлять. То есть, в принципе, возможности достаточно широкие. Вопрос, что вы хотите сделать, это другой вопрос, да. Так, спасибо большое вам. Спасибо большое. Я хотел еще продемонстрировать, то есть возможности. Я вот на App Inventor первое приложение, которое делал, то есть для тех, кто занимается еще помимо мобильных разработок интернетом вещей, есть такое понятие. Допустим, вы хотите сделать умный дом, да? То есть у вас есть желание и есть интернет. Вы можете найти в интернете инструкцию, как работать, допустим, с платой Arduino. Я написал простое приложение и приобрел Arduino, Bluetooth модуль и, допустим, простой светодиод. Написал простое приложение на Android Studio, да, и да, вот здесь у меня. На экране, да? Так, на экран сейчас я... Нет, здесь на экране будет отображаться, а так я запущу... Так, на экран же тоже нужно. Так, ну на камеру сейчас покажу, да, дополнительно. То есть я сейчас подключаюсь, то есть у меня здесь список, то есть я сейчас вернусь. То есть я сделал такое простое приложение. У меня есть 3 кнопочки. Подключить, вкл, выкл. То есть я сейчас подключаюсь к этому устройству. Оно подключено сейчас. Я нажимаю кнопку вкл. Не подал. Вот. Лампочка загорелась. Если вы увидите, сейчас покажу. Видно, да, всем? Лампочка горит. Выкл выключается. То есть я с телефона управляю этой лампочкой. Очень прикольная вещь. То есть, на самом деле, вы можете очень много делать, да? Открывать дверь, включать свет, ну и так далее. И проверять, что на самом деле сейчас происходит дома. Очень здорово. Это я просто показываю возможности, да? Bluetooth или... Это Bluetooth модуль. Да, Bluetooth модуль, он подключается и как бы... Ну, надо немножко знать C++. По интернету, да, придется. Там уже немножко другая технология, но в принципе это легко реализуемо, поэтому очень много статей в интернете. Но это, наверное, отдельно, тоже тема отдельного выступления. Если хотите, связывайтесь со мной, поговорим. Спасибо. На завтра организация приглашает вас на практическое занятие. Оно будет проходить с 11 до 4. Просим, чтобы вы присутствовали и показали все ваши возможности. Хорошо. Я постараюсь выделить время, если жена отпустит. Сразу